Поэт, которого вы все, конечно, узнали. Буквально пару слов о втором брате Александре Муравьеве. Он немножко так был в тени, к сожалению, так часто бывает, да, когда два сына, кто-то в чьей-то тени. И вот у него тоже есть удивительный поступок. Вот какая семья все-таки, да, вот это русская Муравьева. Его срок каторги был меньше, ну, я думаю, года на 3, если не больше, чем срок каторги Муравьева. Он все-таки автор Конституции, действительно один из лидеров, то, что мы называем Северного общества. Когда закончился его срок каторги, он пишет письмо императору Николаю I. Просьба удлинить мне срок моей каторги, потому что я хочу быть на каторге вместе со своим братом, не оставлять его. Я думаю, когда Николай I читал это послание, он думал, что, наверное, у них вот настолько у всех плохо с головой, у этих декабристов, что допускай. Короче, он разрешает, и Александр Муравьев вот находится на каторге, пока не пройдет срок каторги Никиты Муравьева. Вот такие они были, не все, но вот эти удивительные люди. Теперь по поводу земли. Да. В Конституции Никиты Муравьева было 3 редакции. И только в 3-й он как бы согласился с тем, что надо освобождать вместе с землей. Я повторяю, это был кардинальный вопрос вообще всего этого века и всей русской истории. Освобождать ли с землей? Он предлагает 2 десятины, да, это 200 соток. Ну, для нас, особенно для тех советских людей, у которых было 6 соток, это много, но для хозяйственной на самом деле это мало. Это очень мало, как выяснилось. Потом будет сделано уже Николаем I, да, целые комиссии, которые будут считать, высчитывать. Это огромная работа будет проведена до отмены крепостного права, и в манифесте будет от 3 до 12 десятин. Крестьяне будут освобождаться в зависимости от черноземья, не черноземья или степной полосы. То есть это, конечно, было мало, но все-таки мы говорим о том, что вот он себя преодолел. Да? То есть дворянин мог остаться без двора, без земли, пускай 2 десятины, но это уже что-то. Это северное общество. Что касается южного общества, как мы это называем, хотя сейчас историки говорят, что это все-таки условное название, это название сам Пестель дал, будучи уже под следствием. И говорят, что вот то, что вошло в советские учебники, северная тайна, это Пестель написал, чтобы кого-то немножко выгородить. Да? Это все, он был очень хитрым человеком. Я думаю, что он не стал бы все очень четко писать. Да? Вот это тоже такая интересная мысль историка Оксаны Киянской. Тем не менее, мы считаем, нам удобно, вот есть северное, есть южное тайное общество. Это тоже такой будущий социалист, еще и, может быть, ну не то что покруче Ленина, но такой вот, это что-то между Лениным и Наполеоном, потому что он говорил, а надо просто поделить все на 2 части. Вот так было написано в последней редакции «Русской правды». Одна часть отдать бедным сразу, а вот что со второй, там немножко мутно. Он все-таки говорит, что нехорошо, наверное, помещиков-то обижать, и мы им дадим, но они обязаны будут отдавать в аренду оставшимся крестьянам по фиксированным ценам. Вот. Вы представьте, если бы это стало исполняться, сколько бы крови было там пролито, да? Особенно со стороны уже помещиков, видимо. Да? Вот представьте, к вам на дачу приходит и говорят, что половину вам надо отдать. А какую половину, да, и как это вообще? Не случайно он предположил, в смысле прямо здесь прописывал, что на первые 10, а лучше 15 лет нужна будет диктатура. Понятно, что если дело пойдет о том, чтобы половину отдать, непонятно какую, то нужно будет вводить войска, причем еще усиленные, да, и нужен диктатор, который будет просто вот этих повесить, этих убить, и делаем как я. Вот, повторяю, проблема земли, она была самая-самая важная. Буквально одно слово, я уже говорил о том, как по поводу сословий. Это знаменитая фраза Грибоедова «Господа и крестьяне, как будто у нас произошли от 2 разных племен». Тургенев пытается говорить «вы». И очень была интересная пьеса у Шаховского «Новый Стерн». Она ставилась в Царскосельском лицее. Лицеистами Пушкин там не принимал участие, из зала смотрел. Там граф, такой, который сентиментальный, с такой пародией на сентименталистов, едет по России и вдруг влюбляется в крестьян. Ну, это, в общем, не новое, да, вся литература европейская на это рассчитана. Но он, значит, мечтает о женитьбе. Просто так, да, вот, скажем так, погулять, а жениться, да, потому что благородный. И в этот момент его слуга, такой необразованный, говорит, очень хорошо, а у нее есть сестра, так а я на той женюсь. И мы будем с тобой родственники, будем обниматься и говорить друг другу «ты». И вдруг до графа это доходит. Да, вы представляете, он говорит,
Да как ты смеешь такое помыслить, да? Как это мы будем друг другу говорить ты? А получается так, да? Вот Шаховской неожиданно для себя ставит этот вопрос еще до декабристов, потому что это 1809 года. Вот как, что с этими сословиями? Как это они будут говорить ты? Как это они могут быть родственниками? Вот эти идеи витают в воздухе. Все эти люди, кроме Александра Муравьева, что интересно, не участвовали в восстании на Сенатской площади. Лунин был в Варшаве, адъютант Константина. Никита Муравьев, он был в поместье жены. Якушкин был в Подмосковье. И Николай Тургенев с 1924 года будет жить в Европе и до Александра II в Париже. Только Александр Муравьев был на Сенатской площади. Буквально два слова, вот тоже интересные моменты по поводу, я уже сегодня говорил, убийства царя. Я просто говорю, вот самых таких вот для меня очень важных моментов. Это вот земля, сословие и что делать с царем. Почему все-таки, да, вот действительно, зачем царя убивать, да, что он плохого сделал, тем более он все это начал. Я сейчас не буду говорить, вот об этом человеке Риего. Это все было на виду у декабристов. Он свою вот эту деятельность с 20 по 23 год. Все декабристы прекрасно знали эту ситуацию в Испании. В Испании в 1813 году принимается лучшая конституция с точки зрения либеральных прав и свобод в Европе. Года через 3 король отменяет конституцию, потому что у него накопилось много сил. Он говорит, все отменяем, по-прежнему я главный король Испании, то есть будет все по-моему. В 20 году, через 3-4 года, Риего, будучи майором, это очень декабристам понравилось, и у него будет не больше батальона, это тоже понравилось всем декабристов с юга Испании, а это понравилось Пестелю, потому что он находился на юге во второй армии в городе Туч, и они хотели идти армией на Петербург Пестель. У него в этих самых друзьях, которых он завербовал, был главный интендант армии, человек, который отвечал за деньги и за провиант. И они уже часть денег направляли на то, чтобы делать склады по дороге. Представляете, что было бы с Россией? Вторая бы армия с юга пошла бы на Петербург. Да, это только можно представить под руководством Пестеля. Этот Риего делает вот это в Испании. Он с батальоном, небольшое количество солдат, я думаю, в районе 200, идет на Мадрид, обрастает людьми, да, потому что присоединяются испанцы, люди горячие, и входит в Мадрид, ну, видимо, с военными какими-то приключениями, и арестовывает короля. Вот что сделал Риего, вот почему на него все декабристы смотрели. Он говорит королю, ты отменил конституцию. Король говорит, так давай я ее верну. Издает указ, конституция возвращается. Риего успокаивается, в это время король пишет письмо, каким-то образом они доходят, эти письма, до монархов, и монархи посылают туда армию, французскую, кстати, усмирять Риего. Что делает французская армия? Арестовывает Риего и его расстреливает. Что сделал неправильно Риего? Оставил живых короля. Все, это было вот конкретная вот, да, вот, практика, как, что надо делать и что делать не надо. И поэтому, когда действительно такой Никита Муравьев, человек благородный, когда никто не хотел с одной стороны царя убивать, а с другой стороны, если уж ты затеваешь это, то будет как там. Да, потому что это только что было, повторяю, на их глазах. И тогда Пестель на Южном обществе, он был человек жесткий, говорит, что надо убивать не только царя, надо всю царскую фамилию. То есть он задолго до, так сказать, большевиков говорил, что всех надо убивать, потому что иначе будет вот так. И он заставлял своих знакомых по Южному обществу проговаривать это публично. Да, вот это «мы кровью одной повязаны». Потому что публичное произнесение вот этих фраз означало практически казнь в будущем. То есть если ты на это согласен, то ты со мной до конца. Да? Что не только царя, но и всю фамилию, иначе не имеет смысла наше восстание. Что касается северного общества, то там, наверное, были более такие люди интеллигентные. Насчет царя они разделились. Надо убить, не надо. Вот они предлагали отправить всю царскую фамилию в Америку, в Форт Росс, в Северную Калифорнию, потому что Кондратий Рылеев был начальником канцелярии русско-американской компании. Он прекрасно знал, как сделать это логистически. Вот туда отправим, и пусть они будут в Америке. Люди были там гораздо более мягкие на севере у нас в Петербурге, чем Пестель на юге. Вот так они хотели. Они намеревались это сделать в 26 году. И те, и другие. И в Северном обществе, и в Южном. Примерно они планировали весна или лето 26 года. Но события случились раньше.
Вот они все, давайте я, наверное, в конце об этом скажу. Сейчас вот об этом. 4 князя было, да, 3 генерала и порядка 8 графов и, значит, вот такими людей с высокими титулами. Ни один из них не был казнен. Хотя уж точно и Трубецкой заслуживал, ну, по тем, так сказать, статьям, которые менялись. И Волконский, Трубецкой был один из главных руководителей. Волконский проговаривал убийство царя и всей царской семьи и возглавлял дивизию на юге. То есть вот он, Пестель, на него рассчитывал, что они пойдут на Петербург. Ну и так далее. Да? Ну и Оболенский тоже князь, который штыком добивал Милорадовича. То есть сейчас считается, что все-таки не Каховский убил выстрелом, а он только ранил, а потом штыком то ли махнул, то ли специально убивает Милорадовича князь Оболенский. Значит, почему? Ну, потому что князья, да, двойной стандарт. То есть на плаху пошли обедневшие дворяне без связи, без титулов. Каховский был, ну, никто, в смысле, с точки зрения титула, вместо Оболенского идет Каховский и так далее. То есть вот эта позиция царя. Он думал о том, что если казнить кого-то из князей, то потом при любом мероприятии сыновья могут княжеские отомстить, да, кинжалом, как Густава III и так далее. Наверное, с точки зрения политики он сделал правильно. На плаху пошли незнатные люди, дворяне. Последний наш фрагмент, это, я его называю, исторические слезы Николая Тургенева. В 1861 году, после отмены крепостного права в феврале, во всех православных церквях было дано указание провести специальный молебен в честь этого события, да, в честь отмены крепостного права. В Париже, в небольшой православной церкви, я не знаю, это храм Александра Невского, как сегодня был, может быть и в нем, не могу точно сказать где, идет молебен, и вдруг все слышат, что кто-то рыдает. Все оборачиваются, и около колонны стоит какой-то старикашка, и действительно он прямо рыдает. Все подходят, а это Николай Тургенев. Вот в том 1816 году, когда он поехал говорить «вы, крестьянам», он им сказал, что, знаете, у меня не получилось, да, мы друг друга не совсем поняли, а потом он специально приедет в 1957 году, да, уже почти 70-летним, поедет снова в свое имение и скажет крестьянам «вы». Да, вот он должен был немножко состариться, и крестьяне должны уже стать другими. И тогда они друг друга поймут. Вот те декабристы, они слишком торопились. Время должно было пройти, чтобы, по крайней мере, вот, научиться говорить крестьянам «вы». Вот. А в 16 году он говорит крестьянам, что я вам даю слово, что я доживу до того момента, когда вас освободят. И смотрите, он сдержал слово. Он сдержал слово. Он дожил до 61 года. Да, в России надо жить долго, до отмены крепостного права. И, наверное, он плакал за всю нашу историю, такую удивительную и страшную, и прекрасную одновременно, за ее вот эту турбулентность, за тех людей, вот этих 120 декабристов, которые поехали в Сибирь. Ну, можно сказать, что их судьбы были сломаны, хотя они очень много чего сделали и в Сибири для людей, но тем не менее, наверное, у них были совсем другие планы на жизнь. А они, получается, просто поторопились. То есть все, что они хотели, и прежде всего освобождение крестьян с землей, да, как это будет в манифесте, вот надо было подождать, соответственно, 36 лет. Вот здесь на экране 18 примерно, да, декабристов, примерно это 1/8 от тех, которые были осуждены и отправлены или на плаху, или на каторгу. Очень разные люди, очень разные люди. Посмотрите, наверное, есть среди них и злодеи, и абсолютно добрые, благородные. Наверное, есть и пассионарные, как Лунин, да, в которых просто была энергия, а офицерам было скучно после наполеоновских войн. Им надо было себя реализовать, а реализовать было негде. Это была большая проблема, которую не увидел Александр I. Он действительно не занимался российскими событиями. И вот она выплескивается вот в эти события, эта энергия. Абсолютно разные люди, в том числе будут люди, которые абсолютно не революционеры, такие как Радищев, да, которые при других обстоятельствах вообще бы этим не занимались. Но этот вихрь, вот не дай вам Бог жить в эпоху перемен, говорят на Востоке, да,
этот вихрь событий их закрутил, и из этого вихря им было уже не вырваться. Да? Обратной дороги нет. В таких событиях, если ты входишь, а это может быть даже не совсем по твоей воле, то обратной дороги уже нет, а дальше сломанная жизнь, сломанная судьба. И их, так сказать, их не успокаивается судьба и после их смерти, потому что, смотрите, они все время меняются с точки зрения меняющегося взгляда, да, нашей идеологической обстановки в стране и меняющегося взгляда на прошлое, потому что во время суда они преступники, Герцен называет их героями, Александр III, время такой небольшой реакционной, да, ситуации, называет их злодеями. После 17 года они опять герои, то есть они все время меняются. Меняется, может только живой человек, да, потому что жизнь – это изменение их движения. После 17 года мы смотрим фильмы, которые о них сделаны красивые, да, поем песни, Куджавы, прочих, которые написаны. Их именами называются улицы, да, то есть это супергерои, как сегодня говорят подростки. А сегодня опять, да, вот они становятся преступниками, причем тут была конференция в Министерстве юстиции, и министр юстиции даже говорит, что они не только преступники, а у них не было чести и благородства, потому что они посягали на власть. Вот еще и вот так вот у нас теперь сегодня привязано к ним, да, то есть вот юстиция в отношении чести и благородства стала разбираться. Вот, я думаю, что как бы мы к ним не относились, мы не должны, во-первых, это отвергать, это часть нашей истории. Это часть нашей истории и часть нашего сознания. Причем у нас вся история, на мой взгляд, история нашей культуры, она завязана на противоречиях. И многие из них просто из этих противоречий, как вот с землей и во всем, не смогли выбраться. Да? И их закрутил вот этот жизненный вихрь. Но, с другой стороны, вот эти противоречия, они создают литературу. Потому что литература немыслимо, да, там должна быть завязка, основанная на противоречиях, на конфликте. И чем интереснее, чем трагичнее будет конфликт, тем интереснее литература. Да? То есть мы еще и заложники великой русской литературы, потому что вот этого клубка противоречий, которая использует, да, вот эти, в том числе, можно сказать, противоречия, связи, вот эти круги, из которых не выбраться, и создает нам наше сознание, литературу и так далее. Наша жизнь очень литературоцентрична. Мы заложники нашего противоречивого бытия, на мой взгляд. Вот я хочу на этой ноте, на том, чтобы мы относились бережно к прошлому. Да, наверное, среди них, я повторяю, есть злодеи, есть люди, ну, наверное, которые не очень приятны, но если сделать любой срез в любом обществе, не только нашем, взять 150 человек, то наверняка в этом срезе будет и очень плохие люди, и очень хорошие, и злодеи, и искренние люди, и так далее. Это, наверное, это нормально для любого общества. Просто они были очень пассионарны. И по большому счету они действительно ощущали несправедливость. Да? Они не могли сидеть спокойно, когда вот, крестьяне крепостные были на положении рабов. Вот я хочу на этом свою речь закончить и попросить Карину Способину еще раз в конце сыграть революционного безумия. you.